В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Альтернативные схемы завоза топлива и продуктов в Арктику рассмотрят в правительстве Якутии. На базе санатория Бесчегда в Москве запустят программу реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. В России сегодня отмечают День печати. Как издания подстроились под современные реалии и какие перспективы у газет Якутии. Рассмотреть альтернативные схемы завоза топливно-энергетических ресурсов и социально значимых продуктов в арктические районы поручил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. Сообщается, что по действующей схеме перевозится порядка 1,5 миллиона тонн жизнеобеспечивающих грузов. Срок навигации составляет порядка 5 месяцев в бассейнах рек и 2,5 месяца на морских участках. Ежегодно в период навигации эксплуатируется более 700 единиц сухогрузного, буксирного и наливного флота. В ближайшее время планируется рассмотреть разные варианты закупки угля и нефти для нужд котельных. В связи с этим будет проведен сравнительный анализ цен на сырье у разных недропроизводителей. Кроме того, оценят возможности увеличения доли завоза северным морским путем, изменения логистики на реках Якутии с учетом транспортных расходов. В Минтруде предложили упростить порядок распоряжения мат-капиталом при строительстве дома. Согласно новому документу, для компенсации больше не потребуется акт выполненных работ. Достаточно будет предоставить в пенсионный фонд выписку из Росреестра о том, что дом находится в собственности. Напомним, что мат-капитал на первого и второго ребенка увеличен с 1 января. Пока эти деньги могут быть использованы на строительство или реконструкцию дома только при предоставлении акта выполненных работ. В случае отсутствия этого документа территориальный орган пенсионного фонда выносит решение об отказе. Новый документ призван устранить данное несовершенство действующего закона. ГУП ЖКХ планирует в ближайшее время поменять один котел в котельной АСОШ-1 в Амгинском наследии, а также дополнительно установить еще один следующим летом. Об этом сообщили в районной администрации. Руководитель Амгинского района провел совещание и отметил, что многие жители обращаются с жалобами по поводу холода в помещениях. Особое беспокойство вызывают школы, которые приостановили занятия по этой причине. Отмечается, что в котельной АСОШ-2 решением может стать перевод одного из котлов горячего водоснабжения на подпитку. Так будет увеличена мощность подачи тепла. Уже на следующий отопительный сезон и на ремонтную программу рассмотрят как вариант реконструкцию котельных для увеличения мощностей, так как на АСОШ-2 еще планируется строительство жилых домов, что за собой все равно приведет к необходимости увеличения мощностей котельной, говорится в сообщении. Министерство промышленности и геологии республики опровергло распространившуюся в интернете информацию о том, что алмазодобывающая компания «Алроса» закрывает алмазы Анабара. Предприятие является для компании профильным на россыпных месторождениях предприятия. Добывается сырье высокого качества, в том числе и цветные алмазы, широко востребованные на рынке, говорится в сообщении. Также сказано, что по итогам 2020 года предприятие показало отличные результаты, перевыполнив производственный план на 6%, а по золоту, которое добывается попутно, производственный план перевыполнен на 55%. Тем самым вопрос о закрытии или продаже не обсуждается. В Якутии состоится 9-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2021. В нем примут участие около 1500 участников. Это победители муниципального отбора, которые будут соревноваться по 82 компетенциям в 3 возрастных категориях – юниоры, молодые профессионалы и навыки мудрых 50+. В его работе задействуют 29 соревновательных площадок в 10 муниципальных образованиях Якутии. Региональный чемпионат – один из масштабных по количеству участников и компетенций в Российской Федерации. В этом году будут представлены новые компетенции. Это преподавание изобразительного искусства в школе, национальная кухня и другие. Даты проведения с 18 по 29 января. Актированный день ввели для учащихся школ столицы с 9 по 11 классы сегодня, 13 января. По данным УГМС, температура воздуха в районе аэропорта Якутск составляет минус 50 градусов по Цельсию. Для школьников организуют дистанционное обучение. Ранее сообщалось, что дистанционную форму обучения ввели для школьников с 1 по 8 классы в Якутске из-за сверхнизких температур с 13 по 18 января.
Российская прокуратура, созданная почти 300 лет назад, сегодня продолжает отстаивать законы, интересы граждан и государства. Нерюнгринская прокуратура в этом году отметила свое 45-летие. С какими вопросами нерюнгринцы приходят к стражам правопорядка, узнала Екатерина Павлова. В 2020 году на территории Нерюнгринского района совершено 868 преступлений. По сравнению с 2019 годом их количество снизилось на 5%. При этом отмечается рост преступлений небольшой тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений. В ходе надзорной деятельности за соблюдением прав и свобод граждан и исполнением законодательства нами выявлено свыше 4000 нарушений закона в 2020 году, по которым принято свыше 3000 мер прокурорского реагирования. То есть были внесены представления, опротестованы незаконные нормативно-правовые акты, в защиту прав граждан направлено свыше 1100 исковых заявлений. Основные нарушения выявлялись в ходе соблюдения трудовых прав граждан, прав несовершеннолетних. Принимались меры в интересах малообеспеченных слоев населения, пенсионеров и инвалидов. Решались вопросы по защите жилищных прав граждан, по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда. Поддержано государственное ведение свыше 300 дел в судах. Нынешнее поколение работников хранит и приумножает лучшие профессиональные традиции своих предшественников. Заместитель прокурора города Нерюнгри Тимофей Щербаков вырос в семье юристов и определил свой путь, неразрывно связанный с профессией родителей. Отец работает также в прокуратуре, сестра работает в прокуратуре. Династия такая у нас сложилась. Уже с детства мы уже впитывали в себя, то есть разговоры. У меня мама тоже юрист, поэтому они, приходя домой, разговаривали на общие темы, которые у нас в прокуратуре связаны. Ну и, естественно, уже последуя их пути, тоже решил работать в прокуратуре. Окончил Дальневосточный институт МВД России Хабаровский, после чего приехал сюда работать, в Якутию. Вот уже почти 15 лет работаю. Благодаря проделанной коллективом Нерюнгринской прокуратуры результативной работе, она по праву занимает одно из ведущих мест в системе прокуратуры республики. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Кампания по профилактике и предотвращению злокачественных новообразований в легких стартовала в Якутии. Ее проводят в рамках проекта «Онконастороженность». По данным регионального Минздрава, в Якутии ежегодно выявляется около 400 новых случаев заболевания раком трахеи, бронхов и легких. Жители городов более подвержены болезни. По сравнению с теми, кто проживает в сельской местности, отмечается, что болезнь зачастую имеет скрытое течение, но, возможно, и молниеносно прогрессирующая форма. И только на ранних стадиях возможно лечить пациента малотравматичными методами, что позволяет больному быстро восстановиться и вернуться к повседневной жизни. На базе санатория Бесчегда в Москве будет запущена программа реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. Проект будет реализован при поддержке правительства Московской области. Прием первых пациентов в тестовом режиме начнется с февраля 2021 года. В настоящее время в Бесчегда завершен медицинский аудит. Ведется капитальный ремонт корпусов, закупается специальное медицинское оборудование. На проведение ремонтно-строительных работ выделено финансирование на общую сумму 234 миллиона рублей. Напомним, в прошлом году санаторий Бесчегда был передан на баланс постоянного представительства Якутии в Москве. Якутская здравница возобновит свою работу в полном объеме после завершения реконструкции в июне этого года. Мы эту программу разработали, согласовали ее и с нашим Минздравом, и с Министерством здравоохранения Московской области, поскольку мы здесь находимся, на ее территории. В феврале мы начнем, и такие планы, что к концу года мы в полном объеме будем работать. Мы не закрываем санаторно-курортную программу, она остается. 1 января 2023 года санаторий должен полностью быть на самоокупаемость и иметь возможность выполнять государственные задания, которые, безусловно, будут со стороны наших социального министерства, прежде всего, и Министерства здравоохранения. Сегодня отмечается День российской печати. 318 лет назад в стране вышел первый номер газеты «Ведомости». Сейчас газеты – это не просто новостные развороты и колонки, но и более продвинутые технологические форматы. О переходе с принта в интернет и перспективах якутских печатных изданий в материале Айсены Бурнашовой.
11:00 по московскому времени в редакции одной из крупнейших российских газет «Час Икс». Журналисты слетаются на онлайн-редколлегию. Здесь и разбор полетов, и планирование очередного выпуска газеты на повестке и новости регионов. Да, действительно, знаменитая персона, и с удовольствием тоже читаю. Евгений Сазонов работает в легендарной «Комсомолке» уже 20 лет. От фотокорреспондента до шеф-редактора газеты о важности слова и о том, что стоит за каждой статьей, он знает не понаслышке. Классический подход к печатной прессе, что если вы печатаете это на бумаге, значит это а. Информация качественная, б. Информация важная, в. Информация проверенная. Мир печатной журналистики полон не только творческих секретов, но и производственных. Перед отправкой в типографию газета также проходит и важный, но скрытый от глаз читателей этап верстки. У меня полоса будет про лабиринты. Я сейчас жду еще одну фотографию, ее зашлет бильд-редактор. Мы потом будем разверстывать это со всеми элементами. Первый выпуск «Комсомольской правды» вышел в 1925 году. Сейчас «Комсомолка» – это крупнейший медиахолдинг с собственным сайтом, посещаемостью более 5 миллионов в сутки и радиостанцией, охватывающей 400 населенных пунктов России. Конечно, у нас есть якутская редакция, это во-первых. А источники, они отовсюду, начиная от Фейсбука, заканчивая телеграм-каналами, но и все-таки региональную сеть, одну из крупнейших в России, никто не отменял. Трансформация в Digital First ждет и региональные издания. Переход с принта на интернет-платформы уже в деле. Пример тому медиахолдинг «Саха-Медиа» с еженедельниками «Саха-Сиря» и «Якутия», агентством ЕСИА и сетевым изданием «Эдерсас». По мнению экспертов, якутские печатные издания пойдут по стопам крупных федеральных холдингов. При этом тренды перехода в тотальный онлайн-формат и сохранения прессы на родном языке будут стремиться к поиску золотой середины. Скорее всего, правительство все-таки, понимая важность сохранения языка, будет поддерживать издания именно на якутском языке. И это очень важно. И газеты, которые будут издаваться в последующие годы, должны выполнять очень много функций, в том числе и сохранение языка. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва, Якутск. И в завершении к новостям спорта. Якутские борцы Нюргун Скрябин и Ариян Тютрин победили на чемпионате Белоруссии. Сообщается, что дебютант турнира Тютрин в категории до 57 килограммов в финальной схватке одолел противника со счетом 5-0. Всего на чемпионате якутянин провел 4 схватки, где забрал 35 баллов, не отдав соперникам ни одного очка. Нюргун Скрябин в весовой категории до 65 килограммов победил Анатолия Громыка со счетом 10-0. В этом же весе бронзу завоевал якутянин Андрей Бекренев. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.